эфире субботний выпуск новостей Сапшила. Я и мои коллеги расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В студии Ульяна Рожкова. Здравствуйте. Памятная дата. Исполнилось 32 года со дня наступательной мартовской операции. Народный писатель. 15 марта Алыкси Гогуа исполнилось 93 года. Юный герой. История юноши, предотвратившего беду. Молодой режиссер Сандро Блоти рассказал о съемках своей первой полнометражной картины. 15 марта исполнилось 32 года с начала мартовской наступательной операции по освобождению Сухума от войск Госсовета Грузии. Руководители страны возложили цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии в Парке Славы. Почтить память погибших в мартовской наступательной операции пришли его президента, избранный президент Бадра Гунба, избранный вице-президент Беслан Бегвава, его премьер-министра Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, ветераны войны, добровольцы, члены правительства, депутаты парламента, общественность. Сотни убитых и раненых, десятки без вести пропавших. Март 93-го навсегда останется кровопролитной датой в истории Отечественной войны народа Абхазии. В ночь с 15 на 16 марта абхазские вооруженные силы попытались освободить столицу от оккупации грузинских войск, форсировали реку Гумистай и заняли стратегические позиции. Однако операция, которая началась удачно, закончилась трагически. Память героев в Парке Славы почтили матери погибших, руководители страны, ветераны войны, депутаты парламента, общественность. Впереди с высоко поднятой головой, гордостью за своих детей и бесконечной болью возлагать цветы к мемориалу идут матери, воспитавшие героев. Они те, кто ждал, верил и надеялся. Малина Лагула ждала своего сына с поля боя 20 долгих лет. Он пропал без вести во время мартовского наступления. Вадим в 1992 году окончил истфак Белорусского госуниверситета. После недолгого пребывания дома снова уехал в Минск поступать в аспирантуру. Там и услышал о том, что на родине началась война. Он был одним из тех бесстрашных воинов, которые в ночь на 16 марта отправились через реку Гумиста освобождать Сухум от грузинских войск. 3 суток он, раненый вместе с товарищами, просидел в подвале одного из частных домов. Получив приказ, абхазские бойцы стали отходить на левый берег реки Гумиста, но вернуться Вадим не смог. Началась перестрелка, и он навсегда остался у вод горной реки. Батальон Ахпапи дала. Анукап Славик и батальон Ахпапи. Закан Маршан рота и Хабастыхам командирс. Жохпе ажилара ан ицит адзиирна. Хаха хамшвайган. Аят айнуха яштануи уже тача пштуп ямойнаха. ويايا توينا جيتاني رتوينا يرقص تقاليد يرشز تقاليد دار يعرق شد دار كرتسا زحنا يزكي جوامز دار خير موجود تخرار رورا ديقن يميتي تزبانزر ياموتي نير تبشي قملتي تتقلا زعشا زحنا يرات خون يشب خونيقا زيجر زحنا ينجي جوزام تزحن يتياركشن يعني خزكي يرشز رشيد يعني خزان خيد أجرت نس يوسكي بس حاج كونو بس خم بيعم تزحنا خبر ده بجدي جاكالا.
20 долгих лет мать жила в ожидании известий и приходила на возложение в Парк Славы, не зная, что сын ее захоронен здесь, в братской могиле. В соответствии с договоренностями между правительством Абхазии и миссией Международного Красного Креста в 2013 году международными экспертами была проведена эксгумация тел, захороненных здесь. Речь идет о неопознанных останках более 60 человек, погибших в грузино-абхазской войне. Тогда идентифицировали и Вадима. Жашек сахапшин, дара и хаду, хабарда дебжадна да нугуи, дара чкёба ха ахгараха, хачаргуана, да хапшауи, дипсата заргалап ахгугна, абаси бшара хаджан. خايب شارع حراحز بشاوز ما حنت كر خاطر كيت أبريزة قرتيت ناس يلر كارتس أبريج كوازيكي خبر دي بجادة زيش كوازيكي ربي كوا كيت إنديفيكاتي رمان أبري يلر كايت أبراتش كيت تبخو كرحيت زيكرا بخدي جيري يوب تبخو الحزكي أبرا دجنيرا أخسرا عنك الله حسابلا أبري يجاشكسا ساعات بخدبرا يسمش عشت كخش تاسو زبري خبر دي بجاد زرقنا أبري سكويسة نحوزش خبر دي بجاد زرقنا قونا عشت كخش تاسو ناس يرادا نحبا نسوي ويجخ كراتشكو يبسطو بحوغون أخناس أريوزا نحاحا يبيو ياركيت نروح يبيو يرايق نسكيخا يبيو يريوب نروح ياشت كن دقي حدري ديما تكورلا إزبان زر يما تكور وسخن بيعم تز أني أنا يجني غز رسبلكانسكي بنيسا قن يجني غز وسخن كي باترا حجم زخ وسخن دحزم درتي تحرا ويوبي حاجز وسخن رما تكور درازي كي شكل يشني غن زي لاجنا زحنا يودر بيقا زامز الدودر بيقا زامز تزح وشي بس يخد بيه خاسر يجاشك سترجي وخات زوم خلبب استازر غن يتشجوب خشار بس خبرده دو بوناس تربشاوه يبستنا دغزر دچكو بخاري داري تشكب خكراخه يا حي وديس بنزر أبسنتولا يحيز حوي أجاري رزحي وبريا عبرت كوزيك حروب بوق ودناسكي هاي بشرو بري سجكون ياخد زمي خالي تخازر تسيوب سجكون يبشي عادي ربصادقل رخشارت الزحنو أجكون شزيوة الزحنو سر واخد دقنا تزكيوم خمس دقيقة زكي وبراخ اسبرانتورك تخازجو معان حياسحونخ أراخ قنلا دارج استخن يوز شدرت كلار استخن بس تخارج استخزام استخ يوز شدرت كلار استخن أبريزا وقانا كرا وسقط بعام تزكيس السرت نساد يزدروز شيرا يخالا دايت يخالا يشالا يرخوي تبتالون كوي نسي يبشانا وبرتكوزيكي بس تشجب يخا بستازرا أقب حيو بخزار بيقو حواجلري أبسوا بيشتلادي كاكاجلات حبسن بلا. Победа будет за нами. С таким настроением шли в бой абхазские воины. 15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Мотострелковые подразделения должны были форсировать несколько участков реки Гумиста, при поддержке с воздуха и моря прорвать первый оборонительный рубеж противника и развить дальнейшее наступление по освобождению Сухума. Однако операция, начавшаяся в ночь с 15 на 16 марта, не имела успеха. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции.
мартовском наступлении за столицу Абхазии погибло 222 бойца абхазской армии, несколько сотен получили ранения, 23 человека пропали без вести. Потери в грузино-абхазской войне для абхазского народа огромны, но тогда, 30 лет назад, герои завоевали свободу для будущих поколений. Гугут Савардания, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. 15 марта народный писатель Абхазии, общественный деятель, член Союза писателей СССР, Союзов писателей Абхазии и России, почетный академик Международной адыгской академии наук, почетный доктор Ана, лауреат Государственной премии имени Дермита Гулия, кавалер ордена Айкзапша первой степени Алексей Ночевич Гогуа отмечает свой 93-й день рождения. Имя Алексея Гогуа как выдающегося писателя и общественного деятеля известно далеко за пределами Абхазии. Писатель всегда находился на острие общественно-политических проблем, волновавших абхазское общество. Он был активным участником национально-освободительного движения. Гогуа является первым председателем Народного форума Абхазии Айтгылара, сыгравшего выдающуюся роль в национально-освободительном движении абхазского народа. Алексей Гогуа – автор целого ряда известных рассказов, повестей, драм, романов. Его произведения переводились на русский и многие языки народов бывшего Советского Союза, европейские языки и японский. Гогуа издал более 30 книг, в том числе 5-томник избранных произведений. С 93-летием народного писателя Алексея Гогуа поздравил ИО президента Абхазии Бадра Гунба. В поздравительном адресе отмечается большой вклад, который Гогуа внес и в культуру Абхазии, и в национально-освободительное движение. В лице вас судьба подарила абхазскому народу талантливого писателя и настоящего патриота. Вы всегда переживали за судьбу своего народа, были в числе тех, кто, не жалея себя, за него боролись. Ваше имя вписано в историю Абхазии, и абхазский народ гордится вами, говорится в тексте. По личному приказу министра ПЧС Абхазии Льва Квициния за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при спасении человека, высокую бдительность и находчивость, ученик Пицунской средней школы номер 2 Роланд Абрамян награжден медалью МЧС за спасение. Подробности в репортаже Сари Кварацхелия. В начале года восьмиклассник Пицунской средней школы номер 2 Роланд Абрамян на рейсовом автобусе с друзьями ехал на тренировку. Внезапно водителю стало плохо. Роланд заметил это и, не растерявшись, перехватил управление автобусом, остановил его и вызвал скорую. До 40 километров остановить успел, и водитель на руль лег, и я 3 раза спросил: все хорошо с вами? Ничего не услышал. У него просто нога на тормозе осталась, и я просто на ногу надавил, автобус остановился, я вытащил, там женщина тоже помогла чуть-чуть, и скорую вызвал ее. Роланд никому не собирался говорить о случившемся, ведь смелость и храбрость зачастую сопровождаются скромностью. Однако, опоздав на тренировку, ему пришлось все рассказать своему тренеру. О поступке мальчика в районе и за ее пределами услышали сразу. По личному приказу министра ПЧС Льва Квициния за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленная при спасении человека, высокую бдительность и находчивость, Роланда Абрамяна наградили медалью МЧС Абхазии за спасение. Награду вручил начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Давид Бганба. На сегодняшний день здесь я собрал всех руководителей подразделений пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района, на счету которых немало спасенных жизней. И эти люди на сегодняшний день, для вас, в первую очередь, говорю, молодой человек, на сегодняшний день это обыденная жизнь, это их работа и их специальность именно спасать людей, помогать всем нуждающимся людям и не просто спасать их жизнь, а также защищать их имущество. Пользуясь случаем, на сегодняшний день у нас, к сожалению, мало таких людей, которые готовы проявить бдительность, взять на себя ответственность. И поэтому мы выделяем нашего ученика средней школы и хотим от ведомства наградить медалью.
Получение медали МЧС за спасение жизни говорит об исключительном мужестве и находчивости школьников в критической ситуации. Такие поступки заслуживают признания и уважения, так как они подчеркивают значимость быстрого реагирования и сострадания в чрезвычайных ситуациях. Я хочу сегодня, Рулан, чтобы ты понимал, сегодня тебя чествует целое ведомство, которое ежедневно, рискуя жизнью, спасает жизни. Ты совершил поступок, за который я хочу поблагодарить твоих родителей, твою школу, которые, безусловно, воспитали в тебе правильные качества. Но это для тебя сегодня не звездный час. Сегодня для тебя это не праздник, когда отмечают твои заслуги. Ты совершил очень важный, чуткий поступок, но для тебя это большая ответственность. Сегодня стоя тебя чествуют люди, которые каждый день рискуют жизнью. Сегодня на тебя будет равняться твой одноклассник, ученики твоей школы. То есть ты сегодня уже должен, совершая любой другой поступок, оборачиваться назад и думать о том, что на тебе большая ответственность. Отвага Роланда Абрамяна действительно может вдохновить других людей на смелые поступки и готовность прийти на помощь в сложных ситуациях. Такие примеры демонстрируют, что даже в юном возрасте можно проявить храбрость и самоотверженность. Сария Кварацхеля, Даур Цулуки, Абхазское телевидение. Влияние общества на человека, культура и искусство – это темы, которые будут затронуты в новом фильме молодого режиссера Сандро Аблотия. Больше о готовящейся премьере в материале моей коллеги Гугуцы Вардани. 3, 2, 1, поехали. Свет, камера, мотор, а дальше по сценарию молодой режиссер Сандро Аблотия готовится к очередной премьере своего фильма. А пока что съемочный процесс. Автор не раскрывает сюжетной линии, но, по его словам, в картине будут затронуты темы влияния общества на человека, а еще культуры и искусства. Посыл фильма про то, что когда человек попадает в новое общество, он меняется то в хорошую, то в плохую сторону. Это зависит от того, куда попал персонаж. Фильм мы снимаем на киностудии «Абхазфильм», и в команде около 30 человек, из них человек 20 актеров. И актеров мы набирали, я лично набирал по типажам, потому что я пишу сценарий уже под актера, то есть я беру тех, кто подходит. Одни из исполнителей ролей – Алим Пация и Алиса Адлиба. Опыта актерской игры у них нет, однако с работой молодые люди справляются, и сценарий по душе. Когда Сандрик предложил мне эту роль, я долго раздумывал, то есть получится, не получится, потому что это достаточно ответственный для меня был шаг, так как мы снимаем этот фильм на абхазском языке, и то, как я буду смотреться и говорить, это было для меня очень ответственный такой шаг. Я играю роль фотографа, достаточно эмоциональный персонаж, то есть со своими какими-то мыслями, творческий такой, скажем, беспорядок в голове. Ну, в общем, такой эмоциональный персонаж. Вообще, если рассматривать идею фильма, то можно сказать, что там даже не один, наверное, смысл, а несколько. То есть там затрагивается тема искусства, человечности, дружбы, любви. В общем, каждый, я думаю, человек сможет для себя какой-то смысл найти в этом фильме. Мне досталась роль сестры главного героя. Я такая строгая сестра, которая не во всем его поддерживает, наоборот, пытается направить его на какой-то правильный путь, постоянно пытаюсь с ним поговорить, донести до него, что там что-то он делает неправильно и так далее. На самом деле я смотрела Сандрика фильмы и до знакомства с ним, потом, когда познакомилась, он мне предложил сам роль, и я долго думала на самом деле, я очень боялась, потому что это ответственный шаг, и не всегда уверена в том, что у меня нет актерского мастерства, в том, что у меня нет пройденных курсов актерского мастерства, и когда он мне предложил, пораздумав, я решила все-таки поучаствовать в этом проекте. Мне очень понравилось, и сегодня мы уже сняли несколько сцен. Это мой первый такой, можно сказать, опыт. Главная роль Сары, кстати, это и есть рабочее название фильма, досталась Милане Эник. Сара – это скромная, закрытая художница, которая видит мир в собственных красках и деталях. Сара – это история о вере в себя, дружбе и самопознании.
Тут представлена девочка, которая, можно сказать, закрытая. Смыслом фильма является раскрыть эту девочку, показать, какой у нее внутренний мир. Это все демонстрируется, например, с помощью ее картин. И в целом происходит момент вот ее перерастания. Она рисует. С помощью картин можно понять ее внутренний мир. Также есть такая деталь в фильме, не могу ее раскрыть, которая описывает данную актрису. И вот она, можно сказать, раскроется вместе вот с вот этой деталью в конце фильма. Над фильмом работают около 30 человек. Съемки начались в начале марта. Сопровождается это все яркими декорациями художницы Кристины Гак. Показ полнометражной картины состоится в августе. «Сара» – это не первая работа молодого режиссера Сандро Блотти. За плечами еще несколько кинокартин, затрагивающих темы экологии, буллинга, дружбы и другие вопросы, актуальные сегодня в обществе. Гугут Савардания, Инал Гвинже, Абхазское телевидение. 15 марта на базе языковой школы Айгдзера прошел форум для учителей Абхазии. В нем приняли участие преподаватели из разных районов страны. В рамках проекта были презентованы первые аудиословари на абхазском языке, также интерактивные методы и игры, которые вызовут интерес и мотивацию к учебе у школьников. Форум проходил в течение 3 часов, однако за это время его участники получили много полезной информации. В завершении учителя были награждены сертификатами. Данный форум проходит на базе языковой школы Айгдзера, которая проводит это мероприятие в соавторстве со мной. Соответственно, на данном форуме мы хотим презентовать первые аудиословари абхазского языка. Мы их не только презентуем, мы научим учителей их создавать буквально за 7 шагов в онлайн-режиме реального времени. И далее мы подарим уже готовые словари учителям, чтобы они могли организовать свой процесс обучения более эффективным. И, соответственно, это не только подходит учителям абхазского языка или, скажем, английского языка, но это можно также внедрить и учителям начальной подготовки, либо абсолютно любым другим, потому что там можно использовать не только русский, английский, абхазский, но и любой язык, собственно. Мы организовываем вообще онлайн-курсы по абхазскому языку уже более 3 лет. Курсы абсолютно разные, есть для взрослых и для детей, и мы все время сталкивались с проблемой, что нет аудиоозвучки, а все время хочется для того, чтобы совершенствовать навык аудирования, это мега важно в изучении языка. Получается, что мы вот эти все 3 года искали, как найти этот выход, и мы проходили одно обучение, второе, третье, и вот наконец мы нашли этот выход, вот эти аудиословари. Это создается буквально в программе, которая бесплатная, она есть абсолютно у любого стандартного компьютера, это PowerPoint. Заходить и создавать слайд, но там есть, конечно, свои нюансы, которые мы сегодня научим, да, и покажем. Но благодаря этой программе учитель сможет выводить на экран проектора, предположим, на доске, либо скидывать по ссылке, и ученик может открывать либо в телефоне, либо там в планшете. Соответственно, это ускорит изучение языка, причем это поможет не только быстрее запоминать, там можно читать слово, потом слушать его и писать. То есть тут работает одновременно 3 фазы, которые, собственно, помогают в изучении языка. Такого рода мероприятия у нас впервые. Мы очень рады, что нам очень многие доверились, откликнулись, когда они увидели нашу работу. Многие написали и из Скворчели, и из Ачимчира, к сожалению, они не смогли сегодня тут присутствовать, но очень многие заинтересовались нашей работой. Мы на 20 человек рассчитывали сегодня, пришло 18 учителей. Надеемся, что они все поймут, но там, в принципе, все доступно. 16 марта будет ограничено движение по улице Ардзинба от улицы генерала Аршба до улицы Абазинской. Движение будет перекрыто в связи с ремонтом дорожного полотна, сообщает пресс-служба столичной администрации. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.